Ассаламу алейкум, гости, все приглашенные. Я очень рад, что у нас в гостях наши друзья, которые с нами поделили горе переселения, выселения. У нас одна судьба. Я много от старших слышал, какое горе пережили мы в пути исследования в Казахстан, по месту прибытия. Рядом с нами, там в Казахстане, старики рассказывали, жили и карачаевцы, и балкарцы. И поэтому как-то среди кавказских людей, национальностей, эти народы, по рассказам наших старших, мне ближе было как-то, ближе. Желаю вам тоже, чтобы в будущем такие несчастья не были. Вы тоже добились истину, правду, справедливости для решения национальных вопросов. Сегодняшняя наша конференция посвящена 75-летию выселения ингушского народа. И такая же дата отмечается и вашими народами, другими народами, которые были выселены. Беда в том, что наши неприятности, особенно ингушские, они исходят, беда наша в самих себе. В 1956-1957 году, когда мы возвращались домой, против ингушского народа выступали обком партии, чечено-ингушский обком партии и северо-осетинский. И сегодня все делают, чтобы этот закон, принятый в 1991 году Верховным Советом РСФСР, реабилитации репрессированных народов, чтобы он не был выполнен руководством Ингушетии и руководством Северной Осетии. У них одна позиция. Это со дня образования Ингушской республики. Если бы со дня образования Ингушской республики к власти пришли бы люди, заинтересованные в решении ингушских проблем, эта 6-я статья была бы выполнена. Она почти была выполнена. Для выполнения этой статьи парламенту Ингушской республики федеральной властью были приняты все законодательные акты, начиная от Союза СССР, Российской Федерации, и вся загвоздка в том, что парламент Ингушской республики не принимает закон по выполнению закона реабилитации репрессированных народов. Тут другой вины нету. Вот возьмем сейчас Народный совет, который образовал, в авангарде образования этой республики стоял. Как только пришел к власти Аушев, первым ему содействовал вести антиингушскую политику председатель Народного совета Сайнарод. Ни один раз он замечаний не сделал по поводу подписанных соглашений Аушевым, Галазовым, Кисловодске, Нальчике, Владикавказе, Беслане не было случая. И по сей день ингушский народ не дал оценку этим соглашениям. И тот же самый Совет Кайпов, все остальные. И эта политика продолжается. Будет парламент ингушский работать в этом направлении, Москва этот закон выполнит. В этом сомнений нет. За эти 26 лет ни одной попытки руководства Ингушской республики не было, чтобы этот закон был выполнен. Если есть такой факт, скажите, не было. Поэтому мы знаем, что это было, как это было, кто это унес. По ошибке. Вот.
Верховный Совет СССР принял декларации, признав все антизаконными, неконституционными, преступными все законодательные акты, принятые по выселению народа в Советском Союзе. Потом Верховный Совет СССР в 1991 году принимает постановление на основании этой декларации, отменяющие все законодательные акты, принятые на всех уровнях Союза СССР, союзных республиках. Потом принимает закон о реабилитации репрессированных народов. Потом, больше, что надо для парламента Ингушетии? Что надо? Я туда неоднократно вносил предложение, когда в 2004 году ставился вопрос о принятии закона по муниципальным образованиям территории Ингушской автономной области плюс Сунжский казачий округ. Кто препятствовал? Президент, парламент, правительство. Все юристы нашего правительства, все юристы администрации президента, все юристы парламента работали против этого проекта. Так, Малубехти, войди. Вот, например, сегодня мы можем избрать главу, есть закон принятый. Изберем мы его? Не изберем. Не изберем мы его. Как мы избрали парламент, так же мы изберем главу, фальсификацию сделаем. Я один из кандидатов, который баллотировался в 1994 году в президенты. Он был вице-президентом, тогда баллотировался, как Урхаев. В каждом селе я выступал. Результат какой? В Галашках я вот никогда не забуду этого старика, его высказывания. В Галашках это было предпоследний день выборной кампании. Это было в пятницу. Я туда выехал, туда подъехали еще несколько кандидатов в депутаты парламента, как раз парламент избирался в тот момент. Я как раз с этого мечети вышли люди, на центральном дороге мы собрание устроили, все проходящие машины останавливались, много там народа было. Я там сказал, почему я баллотируюсь, кто я такой, чем я занимался, и чем занимался, а ушел его отец, когда мы республику создавали. Я там прямо, откровенно все высказал. Как пришел Аушев к власти, с чего он начал, как он 135 тысяч гектаров сунинских сельхозугодий передал, как он отказался от пригородного района города Владикавказа. Я там зачитал Кисловодские и Начинские соглашения. Как он отсюда 976 передал осетинам, осетинской национальности в одностороннем порядке, и тем самым развязал им руки, дал возможность уничтожить заложников около 1000 ингушей, 300 человек без вести, как пропали по его вине. Я обо всем этом рассказал, и я им говорю, после того, как он подписал вот соглашение, значит, Кисловодский больше он, ингушам, ничего хорошего сделать не может. Так. И один старик выходит, примерно старше, лет 10 моего отца, он говорит, если он будет осетином, он нас устраивает. Ну, вот один человек. Ну, честный человек, прямо сказал. И из присутствующих более 1000 человек ни одно слово возражения не сказал. Мы этого Аушева переизбрали в 1994 году. После этого он еще подписывает в Владикавказе, Беслане, предательский документ, еще там. Потом в 1998 году мы его переизбрали. Вот это предательство этому народу мешает. И этих предателей
этим предателям по сей день ингушский народ оценку не дал. Так это? Сколько раз мы эти вопросы поднимаем, пока эта оценка не будет дана. В 1956 году нас предали, в 1934 году нас предали. Те, которые насмерть стояли за ингушскую государственность, за этот народ, их именами у нас улицы, проспекты, и именами врагов ингушского народа, предателей, названы эти проспекты, там угоду кому-то, кому-то. Власти приходят кто? Их потомки бывших предателей. По сей день вот такие проблемы. Ахет Милош дала, Собра Баха Бенчан, да простит всех наших умерших в местах переселения, кто отсюда был выслан, кто там родился, кто пережил все это горе, страдания. Дай Аллах, чтоб им там вознаграждение было раем. Вай Бартхалбес, та она не первая задача нам сегодня этот закон несчастный по избранию какого-то главу. Изберем мы главу, если мы в прошлом году этот вопрос стал бы прямые выборы, мы избрали бы этого Вилкурова заново. Была бы такая же фальсификация. Так он выглядит, зависит, да. Как, что мы сделали выборы, когда были в 2016 году в парламент? Ничего не смогли сделать. Вот. Власть оккупирует. ФСБ, МВД, прокуратура там сидит, милиция там сидит, следит, как фальсификации проходят, арестует тех, кто препятствует этому, наказывает их. Вот так, такие у нас фарс выборы. У нас не были выборы у нас после 1989-90 года. Выборы не были. Тогда честные выборы были. Тогда честные люди прошли, они свои обещания народу данные выполнили. Диалог этмуц республики, алхамдулилlah, дал властям бы республики. Но нет сомнений. Пригородный район будет возвращен, город Владикавказ будет возвращен, все наши территории будут возвращены, в этом сомнений нет. Просто мы сами своей такой согласились. Ну, личные вот эти вопросы, там должность, там где-то что-то там. Да. На этом. Да.